Казахстанская земля взрастила немало выдающихся личностей в сфере науки, образования, культуры, искусства, литературы. Одним из таких людей является академик Академии наук Казахской ССР, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР Евней Арстанович Букетов. Он относится к плеяде ученых, чье творчество стало уникальным явлением в казахстанской науке. Первый ректор и основатель Карагандинского государственного университета, академик Евней Букетов был ключевой фигурой в химико-металлургической науке Казахстана и одновременно известным в Казахстане литературным критиком, писателем, успел осуществить ряд переводов русских писателей и поэтов на казахский язык. Но главное наследие академика Букетова – его научные труды, за которые он был удостоен Государственной премии СССР. Лично и в соавторстве с учениками опубликовал более 240 научных статей и тезисов, 9 монографий, 2 учебных пособия, получил около 100 авторских свидетельств и 15 зарубежных патентов. По результатам его исследований подготовлено и защищено 6 докторских и 9 кандидатских диссертаций. Под его руководством были начаты многие прикладные исследования, востребованные современным производством. Он был ключевой фигурой в химико-металлургической науке страны. Научные направления, разработкой которых занимался Евней Арстанович, с годами не потеряли актуальности. Они служат устойчивым фундаментом в упорных изысканиях последователей академика в Карагандинском государственном университете, носящем его имя, и в химико-металлургическом институте Академии наук Республики Казахстан, который он возглавлял 19 лет. Там он создал известную далеко за пределами страны научную школу и лично руководил поисками в области неорганической, физической и электрохимии. Евней Арстанович Букетов родился в ауле Баганаты Шалакинского района Северо-Казахстанской области в 1925 году в бедной многодетной семье. У родителей Евнея на свет появилось 14 детей, из них остались живых только 5. Видимо, сказывался кочевой образ жизни до 1923-24 годов. В голодные 1931-32 годы семья Букетовых в поисках спасения переехала в Курганскую область. В деревне Малый Кизак в Макушинском зерносовхозе, где отец работал чернорабочим, в 1932 году Евней пошел в школу. И очень старался учиться хорошо и вообще все делать так, как наставлял отец. Глава семьи Арстан Букетов, молчаливый, очень сдержанный и весьма заботящийся о семье человек, играл на домбре, хорошо знал устное народное творчество, рассказывал сыновьям наизусть отрывки из эпосов, легенд и постоянно твердил: «Учитесь, дети, с измальства, иначе наш народ никогда не выберется из отсталой жизни». В 1938 году Букетовы вернулись на родину. Отец сильно болел и в 1942 году умер. Семья потеряла главного кормильца. Шла война. Евнею пришлось пойти работать. Учителя ушли на фронт, а потому к преподаванию в сельских школах повсеместно привлекали лучших старших учеников. Евней отличался хорошим знанием русского языка, казахским владел также великолепно. Сверстники нарекли его вундеркиндом и эрудитом, вспоминал его друг и земляк Каким Салыков. В 7-8 классах он участвовал в постановке трагедии Пушкина «Каменный гость», сам исполнял роль Дон Жуана, и в те же годы он перевел эту трагедию на казахский язык. Это был его первый литературный перевод. Целеустремленный Евней сумел отлично окончить школу. Мать и братьев он перевез в аул Баганаты к родственникам, рассчитывая на их помощь, а сам поехал поступать в столицу. Он твердо знал, что хочет учиться в университете на филологическом факультете, постигать литературу и совершенствовать свое дарование, но стипендия там была заметно меньше, чем в техническом вузе. Это сыграло главную роль. Понимая, что поддержки ждать неоткуда, юноша подал документы в вуз, в который его привел другой любимый предмет – химия. Он поступил в Казахский горно-металлургический институт, учился с огромным интересом и в 1950 году блестяще окончил вуз.
Его пригласили в аспирантуру как талантливого и склонного к исследовательской деятельности специалиста, и через 3,5 года соискатель получил ученую степень кандидата технических наук в области цветных и драгоценных металлов и около 2 лет был преподавателем на родной кафедре. В эти годы Букетов готовил инженерные кадры по переработке металлургического сырья. С августа 1958 по февраль 1960 года работал заместителем директора Казахстанского горно-металлургического института по учебной работе, а потом в его жизни произошла судьбоносная встреча. Президент Национальной академии наук Каныш Сатпаев пригласил на разговор Евнея Букетова и предложил молодому ученому перейти в систему Академии наук и заняться многообещающими исследованиями. Каныш Сатпаев пригласил Евнея Арстановича в Караганду руководить вновь организованным там химико-металлургическим институтом Академии наук Казахской ССР, и Букетов согласился. Именно в ХМИ особенно раскрылись организаторские способности крупного ученого. В незнакомом промышленном городе, в самом центре республики, в стенах юного научно-исследовательского института, ученый обрел соратников и сплотил вокруг себя учеников, с которыми взялся за масштабные проекты. За 12 лет работы в химико-металлургическом институте Букетов поднял престиж казахстанской науки. Возглавляемый им коллектив стал обладателем 5 авторских свидетельств. Шахтные обжиговые печи были внедрены на различных комбинатах страны. Евней Букетов создал научные разработки по ускорению металлургических процессов, внес весомый вклад в комплексное использование марганцевых и железных руд. Но вершиной его научной деятельности стала работа по углекхимии. Годы работы Евнея Букетова в университете оказались самыми плодотворными. В сравнительно короткий срок была создана прочная материальная база, выходили в свет статьи и книги, защищались кандидатские и докторские диссертации, а самое главное, университет превратился в один из крупнейших вузов республики. По свидетельству его учеников, любые разработки, открытия, новшества, изобретения Евней Арстанович старался внедрить в производство и тем самым добивался, чтобы труд исследователей приносил пользу стране. Будучи директором химико-металлургического института, Букетов занимался активно не только цветной металлургией и химией, но и черной металлургией и органической химией. В 1967 году ему было присуждено ученое звание профессора. В 1970-м он был избран членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР, а в 1975 году академиком Академии наук Казахской ССР. Он в полной мере оправдал доверие своего учителя и наставника Каныша Сатпаева. Но Евней Арстанович занимался не только научной деятельностью. Он проявил себя в журналистике, писательской и переводческой деятельности. Разносторонне талантливый, как опытный критик, написал ряд работ, в которых дал анализ произведений Абая и Мухтара Ауэзова. В 46 лет он был принят в члены Союза писателей СССР. Евней Букетов был превосходным переводчиком. Благодаря ему достоянием казахских читателей на родном языке стали поэма Сергея Есенина «Анна Снегина», пьеса Владимира Маяковского «Клоп» и поэма «Хорошо», трагедии Шекспира «Макбет» и Юлий Цезарь. Он оставил сборник художественных повествований «Алтынхат», «6 писем», книги очерков и эссе «Человек, родившийся на верблюде», «Грани творчества», «Святое дело Чукана», «6 писем другу», об академике Сатпаеве и другие. Как прекрасно отозвался о литературных трудах близкого друга известный литератор, академик Зейналак Абдолов, Букетов – это и селен, и олен, и химия, и поэзия. Целью жизни Евнея Букетова до самого последнего дня было проникновение в тайны природы путем освобождения элементов из груды накрепко связанных масс на основе химических воздействий, которые он считал необходимым средством для процветания своего народа. На этом поприще он достиг больших успехов.
Евгений Арстанович Букетов ушел в рассвете творческих сил на 58-м году жизни, так и не осуществив многих своих творческих замыслов. Имя Букетова присвоено Карагандинскому государственному университету, на площади которого стоит памятник академику и одной из улиц Караганды. На здании химико-металлургического института есть мемориальная доска, и на родине в честь Евгения Арстановича названа улица и установлен бюст. О жизни ученого известный писатель Медеус Росике прекрасно и полно рассказал в книге «Евгений Букетов», вышедшей в Москве в серии «Жизнь замечательных людей».